Вон мои следы. Тык-тык, вот так иду. Поворачиваюсь налево, ребят, и пух, 2 штуки в стороне от дороги. Как ни странно. Вот это да. Я только вижу 2, может еще где-то будет. Не мелкие, хорошие. Всем привет. Немножко надо отдышаться. Пока шел тут по пляжу, толкал этот велосипед, запыхался. Сегодня первый поход будет на мотовелосипеде. Съездим за грибами. Небольшой такой поход, обкатка. Сейчас спущу лодку и перейдем вон на тот берег. Там будем по лесной тропинке ездить и по дороге. Все как будет, буду снимать немножко. Не знаю, как себя покажет этот двигатель. Сейчас из дома, как сказать, на педалях приехал. А там уже заведем, как заведется, запустим двигатель и будем немножко ехать, остановиться, ехать, остановиться, ну, обкатывать, одним словом. Где остановка, там будем смотреть грибы. Хорошее утро. Ладно, сейчас перейдем речку. Видели, ребят, как все легко и просто получается. Он легкий. Загрузил, перевез и дальше поехал. Так что для этого все и делается. Чтобы вот так перевозить и кататься на нем. Смотрите, дошел до места, где уже дорога хорошая. Сейчас будем запускать двигатель. Там была неровность. А чтобы запустить двигатель, нужна небольшая скорость. Ну, попробуем, давайте. Так, сперва откроем кран. Крайник. Вот. Так, вроде бы так. Дальше немножко подкачаем. Подсос открывать пока не стану. Очень много комаров. Пришлось даже немножко побрызгаться. Все. Не знаю, получится, нет. Будем пробовать. Так. Не хочет. Может, залила уже, блин. Может, залила уже. Наконец-то. Залила уже, наверное.
включать. А так работает. Сейчас покатаемся, что получится. Полосы я немножко убавил. Куда пошел? Сцепление спускаешь и все. Ну сейчас попробуем. Так, сейчас, ребят, снова попробуем. Если заведется, сейчас прохладно будет. Будем ехать. Все. Нормально едет. На средних оборотах очень даже неплохо. Ой, что-то я немножко не сумел. Сцепление нажал, и что-то у меня не так прошло. Ладно, потихоньку будем учиться. Так. Надо сцепление потихоньку отпускать.
углушим. Углушим, ребят. Для первого раза пока хватит. Пусть подостывает. Ну вот, ребят. Крайник закрою. Крайник закрываем. Возьму пакеты. Здесь пройду по дороге. Здесь кружок сделаю. Грибы посмотрю. Впечатление пока непривычно. По мху, по яголю он просто, как сказать, если газ бросишь, сразу останавливается, как будто мощности не хватает. Ну, надо немножко почувствовать этот двигатель, понять, что он может. Сейчас еще дальше съездим. Сейчас пока пусть подостынет. Не хочу перенагружать с первых минут. Пускай остывает. Пойду поброжу тут. Ну, блин, такой встречный ветерок. Сам вспотел, а вот когда едешь, и прям прохладненько. Фу-фу. Так. Ладно, сейчас будем грибы искать. Рыбаки возвращаются с резиновыми лодками. Нету грибов, ребят. Это вот самые основные козырные места сейчас проверяю вдоль дороги. Нету. Сейчас еще вот тут. Там я проехал на велосипеде, но мне не до грибов было. Я вперед смотрел. Один гриб такой гнилой где-то отвидел, высохший. А сейчас вдоль этого болота так еще пройдусь. Вот тут зимой я и буксовал на снегоходе Буран. Вот этот пятачок. Вот тут застревал там. О, медвежьи следы, вон, видите, когти. Вот они. Какие крупные. Вот черника есть. Уже такая вот синева получается. Красные и синие. Но сразу они попались на глаза. Вот они. Ну и зеленые еще. Крупные. Голубика тоже немножко. Ну, в общем, черника будет. Будет черника в этом году. На морс будем набирать. Есть ягоды. Мелкие и крупные. Так и зеленые. Еще полмесяца минимум ждать. Где-то у меня кружок получился, ну, где-то с километр, наверное. Вообще ни одной старого, ни свежего гриба нету. Я немножко даже огорчен. Я надеялся вон там возле дороги найти. Ну уже вон там недалеко наш веловездеход. Ну, грибы в сентябре в изобилии будет. В конце сентября там наберем еще свое. Сейчас, если запустится двигатель, снова поеду пару километров и также остановлюсь, там проверю грибы, пусть остынет. Ну, первый день не будем нагружать. Ну да, нормально уже остыл вам. Вообще, он теплый, но ну, в такую погоду он теплота надолго еще останется. Еще подтянуть надо головкой. Вот. Сегодня вот сейчас, когда запускал, явно он был переливал там, поэтому плохо запустился. И какие-то вот я вот точно не увидел, но вот где-то выстрелы были. Надеюсь, никакая прокладка не пропускает. Или на выхлопе были какие-то пропуски, или где-то я, ну, видно было, как какие-то вот дым выходил. Не отсюда, мне так казалось. Так, сейчас крайник открою, и уже так я буду запускать, ничего не буду качать, ничего, чтобы не перелить. Ну все, ребят, сейчас я поеду дальше.
где-то 7 километров еще осталось. Там будет Таежная река. Если до туда доедем, то это будет для первого раза вполне достаточно. И будем возвращаться обратно. Вот. Ну, сейчас будет такое вот место, по песку поедем. Там будут ручьи. Все как будет происходить. Будем смотреть. Так что давайте дальше смотрите. Поехали. Подсос может нужен. Что-то не хочет, ребят. Сейчас попробуем на подсосе. На подсосе надо. На подсосе надо заводить. Тут лужи. Надо пешком пройти. Тут 3 лужи такие. Пусть поработает так. Мощи хорошие сделали. Везде такие мостики. Лужи за лужей тут. Там подъем и хорошая дорога будет. Все. Этот участок. Но еще один. На моем пути еще одна такое. Вон рыбы, смотрите. Рыбы прямо здесь находятся они. Караси или щучки вот тут водятся. Вот тут подъем неприятный для меня. Запустить. Сейчас попробую. Почему бы и нет. Может заведется тоже. Газку. Ничего страшного, пускай подъем. Сейчас, может, с полоборота возьмет. Так. Попробую. Ну, пожалуйста, газку. Все, поехали. О, прохладно даже. На подъем хорошо идет. Вообще здорово проехал. Не успеваешь наблюдать за грибами. Вообще идет хорошо. Сейчас тут остановлюсь, снова посмотрю здесь грибы.
в этом сыром месте гляну. Все. Ты смотри. Вообще здорово. Сейчас крайник не закрою. Посмотрим так. Едет на отлично, ребят. Но запустить двигатель это надо немножко привыкнуть. Потому что, вы знаете, вот пытался я так сразу завести, она не запустилась. Потом я немножко на подсос включал, буквально там тыр-тыр. И все. С подсоса убрал и сразу завелась. Так что потихоньку привыкнем. Надо понять, что хочет двигатель. Вон гриб. Не знаю, может высохший, но все равно проверим. Вон там что-то еще. Ой. Хороший. Буду брать. Ножка оставляю. Пакет есть. Вон там еще второй я увидел. Так. Вообще здорово. Это надо сфотографировать грибы. Фотографию в Телеграме и в этом будет, как сказать, ВКонтакте. Все это выложу. Так. Тоже хороший. Странно. Червей нету. Интересно даже. 2 гриба есть уже. Не думал, что вот тут найду. Я думал на другой стороне этого дороги будет. Ну, пройдусь, тоже проверю. Вот, ребят, еще один старый гриб нашел. Ну, он нехороший. Да, и еще хочу сказать, что я рад тому, что вот сейчас вот я показал на подъем, как легко он меня вез, этот велосипед. Конечно, по мху, по яголю он слабый, он не мотоцикл, не сможет. Насиловать не стану, сцепление сжигать. А вот по грунтовке, вот и даже в гору, если хорошая почва, везет, нормально везет. Так что, думаю, все получится у нас. Осенние покатушки за грибами. Вон там он стоит. В прошлом году ногами крутил педали, а вот в этом году вот, наконец-то решился и взял вот этот двигатель, поставил на старый велосипед. Спасибо вам, зрителям, отдельно спасибо, потому что я этот двигатель купил на ваши донаты. Что вот мне на стримах отправляете, я его купил. 14 500 он. 14 500 и со скидкой 13 500 вроде мне дали. 13 500. Ну и добавок еще там, получается, купил еще по мелочи камеры, покрышки. Ну, запчасти еще много чего приходится покупать, докупывать. Вот. Вот я здесь думал, что я здесь увижу грибы. Не, сейчас туда еще схожу. Тут уже все проверю, уже дальше поедем. Ну, пока 2 гриба у нас. О, точно гриб. Ну да. Не зря пошел сюда. Вон он. Так, себе. Это надо очень... Ой, блядь. Не очень приятно. Вот этот возьму. Конечно же, вот этот губку будем убирать. Ну, может, что-то съедобное найдем. Не очень хороший даже. Да. Вон он. Ну, я так собираю. Что тут такого? Вот это черви, бля. Много червей, ребят. Нет, не буду такие брать. Мне просто противно. Поверьте. Я лучше здесь вот это все тщательно проверю, чтобы не тащить вот это все мясо белое, блин. Жалко, конечно, что вот так надеялся, он так красиво стоял и такой облом. Так,
Вот тут еще этот поворот проверю. Вот здесь на мотособаке я очень сильно буксовал. Должен помнить этот участок. А тут газку буксовали капитально. Вот вот по этой дороге газку только на велосипеде. Вообще идеально. Все здорово. Вот до туда пойду пешком, потом буду возвращаться на мотовелике, потом до следующего поворота поедем. И так потихоньку дальше будем газовать. Так, ребят, я уже на новом месте. Видать, я забыл. Видать, я забыл, ребят, включить камеру, когда я ехал. А может, включил. Что-то сейчас я выключаю, у меня не выключается, оказывается. Как так получилось? В общем, я на новом месте уже. Тут поищу грибы. Пока ни хрена. Один гриб тут вот возле велосипеда нашел, но он гнилой был. И все. Поищем. Нож с собой взял. Блядь, честное слово, мерещится уже медведи. Как будто везде кругом они. Какие-то шорохи странные в ушах. Так что нож взял, чтобы живым не сдаться. Очень неприятно, когда встречаешь медведей. Поверьте, это очень неприятно. Мирная встреча или опасная встреча, без разницы. Очень неприятно с ними контактировать. Потому что он зверь, запомните это. И если он надумает на вас напасть, ничего вас не спасет. Никакие пукалки и пугалки и бесполезны там. Он бесстрашный. Вот так. Так, туда уже не буду ходить сейчас, потому что если есть грибы, только вдоль дороги. А вглубь тайги, ну, я в принципе смысла не вижу. Туда пойдем в сентябре, там будем искать. Вот здесь пройдусь и обратно буду возвращаться к велосипеду. А вот еще один гриб. Ну, тоже уже какой-то цвет. Не ярко-красный, а вот коричневатого цвета. Но он хороший, между прочим. Берем. Вот, третий гриб за сегодня. Вот так. Кукушки кукуют. И перестал. Перестал, как назло. Да, больше некогда. Ага. Случайно заметил, вот, смотрите. Вот это более-менее как бы свежий выход. Он хороший. Ну и ножку тоже у него возьму. Он прям чувствуется хороший. Немножко почистить. Он грязный, конечно, тут. Вот и нож пригодился. Ох. Грязнуля такой, блин. Вот это приятно брать. Потому что вон, ни следов даже червей нету. А когда вот ломаешь и там пол гриба черви и тащить с ногами, ну я не знаю, какой кайф от этого. Люди берут все подряд. Нет, я лично такое не беру. Вот это уже как бы новый свежий выход. И самое главное, они вдоль дороги, я еще раз повторяю. Потому что сейчас мало сырости и в основном лесу их просто нету. Может еще удастся найти. Походим, побродим еще. И вглубь тайги там посмотреть можно. Если до реки дойдем, там ягодь большой, там проверим. Там вдоль реки можно походить. Целый день впереди. Нам спешить некуда. Напрямик уже возвращаюсь. Вон там еще один гриб. И увидел, ребят. Хороший.
Странно, странно, но приятно. Странно, я имею в виду, я искал у реки, говорю, вдоль дороги, а нашел вот именно на мху. Вон, с той дороги напрямик уже к велосипеду шуровал. И на тебе, пожалуйста, сюрприз такой. Этот гнилой. Еще гниль. Ну вот. Вообще уже весь такой чувствуется в пакете. Приятно так. Вон еще один высохший. На мху. А брусники нема. Вот здесь брусничное поле. Брусники совсем мало. Если они есть, то местами где-то. Вон велосипед. Вот это да. Как-то вот случайно на гриб попал. Ну и отлично. Но все равно поедем мы, помчимся. Вик, пробуем. Получится, нет. О, газку. Все, поехали. Ветерок такой. О, глубоко нет. Здесь оставлю мотоцикл. Белый вездеход. Белые грибы вон там были. Высохшие уже. Опа.
Цепь куда-то попадает. Капитально. Цепь немножко ослабилась. И надо подтянуть цепь, во-первых. И он куда-то, капец как. Куда? А, вот сюда он попадает, в крыло. Мне писали подписчики из Богородска, чтобы вообще я крыло немножко, это молотком я надо согнуть и цепь подтянуть. В принципе, пока все нормально. Едет и едет. Вообще здорово. Приятно даже как-то. По хорошей дороге нормально едет. Так, я здесь поброжу. Тут хорошие места тоже. И вот сейчас, как я еду, это просто великолепно для двигателя. Обкатка великолепная получается. В смысле, вот едешь, двигатель нагревается, останавливаешь, она остывает. И вот так. Такой чередой такой идет. Ну, тут грибники ходили, вот тут высохшие грибы есть. От солнца уже высохли все. Остывает сейчас вот. И дальше поедем. Но для обкатки это самое то. А когда уже обкатку пройдем один, второй раз, как прокатимся, уже будем, как сказать, без остановки ездить подальше. Вон также гриб, но он тоже высох. Вон, пожалуйста. Красноголовок и выход был. Но, к сожалению, они все высохли. Пасмурно сегодня, что-то вообще душно. Совсем душно. Ладно, надежды мало, но все равно будем искать. Может, еще найдем. Хотя бы еще 2 гриба, и я вообще довольный буду. Вообще довольный. Когда нету грибов, и если наберем 5 штук хотя бы, 5-6, то это уже победа для меня будет. Вон мои следы. Тык-тык, вот так иду. Поворачиваюсь налево, ребят, и 2 штуки в стороне от дороги. Как ни странно. Вот это да. Я только вижу 2, может еще где-то будет. Не мелкие, хорошие. Я тоже сфотографирую сперва. Потом уже будем пробовать. Так. Фотографии в телеграм-канале, если что, найдете там. Ух ты. Что-то странно. Хруст такой. Ай-яй-яй. Почему вот так? Ай. От ноги начало гнить. Но немножко хоть кусок взял. Это хорошо. Вот это вообще негодный. Так, а ножки. Грибов мало, поэтому ножки тоже проверяю. Этот хороший, вот идеал. Смотрите. Просто идеал. Отлично. Не ожидал. В прошлом году прям белых грибов очень много тут было. Прям навалом. Вон еще один красный. Я здесь собирал, прям сотни штук оставалось после меня. Вот еще вот высохшие грибы. Выход раньше был тут. Все высохло от жары. Да, действительно, в прошлом году наелись мы этих грибов белых. Вот тоже высох. Смотрите, даже и пробовать не стану, он уже вон еще второй. На ягеле грибы еще даже были, оказывается. Грибы на ягеле. Ой. Там ничего нету, не вижу. Ладно, будем искать. Вон гриб. Долго шел, вон с того поворота
там прошел от велосипеда вот так. За поворот. И вот первый гриб только нашел. Ну, сухих много было там. Может, это тоже плохой уже. Тоже не очень на вид. Да. Он уже все. Капец. Вон там еще второй. Везде одинаково. Вон. Даже его пробовать не стану. Он даже какой-то коричневый, как мумия. Не очень приятный. Ладно, еще от велосипеда в ту сторону схожу. Неправильно встал я, между прочим. Там, если отсюда посмотреть, такой вот подъем, подъем, подъем. Надо было мне на том подъеме остановиться, а заводить уже на спуске. Ну так. Ну сейчас немножко начал понимать, как его заводить на горячую. Как бы, как услышишь, что он заводится, там надо сцепление нажимать, и он на нейтральный хорошо работает. А когда вот сцепление не нажимаешь, а газуешь, он как бы задыхается. Вот примерно, вот просто надо понять, сдружиться, и все будет хорошо. Так, ладно, сейчас я в ту сторону еще схожу, хотя бы до крайней сосны, вон там я что вижу, что глаза берут. И потом уже где-нибудь чай попьем. Ну, кофе с собой взял. Вот тут медведь рыл, вон. Или кабан, или медведь. Ну, думаю, это медведь. Да. Кто-то рыл тут капитально. И вроде места хорошие. Вот один старый тоже. Вообще. А так вообще нового выхода никакого нету. Тишина. Вот металл лежит, старая троса. Очень много их по всей тайге раскидано. 20 миллиметров, наверное. Примерно. Ну, я уже дошел до места того. Не знаю, толку я не вижу дальше идти. Сейчас поеду, наверное. Вот здесь тоже выкопали все. Он велосипед там вдали остался. Сейчас газку я дам, короче, с километр где-то. Километр 200, может. Там у реки чай попьем. Ну, кофе. В той стороне еще проверим тайгу. И еще дальше съездим. Такие планы. Сейчас я возвращаюсь к велосипеду. Какая-то тишина в тайге. Вот именно спокойствие сейчас. Вот это. Все это спокойствие пока есть она. Так как до осени все еще спокойно там. Ни грибников, ни охотников в тайге никого. Ну, рыбаки ездят изредка. А осенью, конечно, шум гам будет. Кто на чем едет, крики, звуки такие всяко разные, хрусты под ногами. Вот это все осенью. А сейчас какая-то тишина, и птицы так. Что-то мало их, синичек вообще. Кукушка только где-то вот там. Еле слышно. Смотрите, какая тайга тут. Тут санрубка, между прочим, была. Проходными вырубали лес. Видно даже пни. Вон, волока такие вот. Есть они, но всю тайгу, как сейчас вот, стригут полностью. Не было такого раньше. Оставляли какой-то процент леса. А здесь даже 70% тайги оставалось. Ну, проходными санрубкой обрубили. Вот эту тишину мне хотелось вам передать. Как-то спокойно на душе. Тишина.
пожарная канал. Опа, вон, ребят. Не знаю, хороший или нет, но заметил я его. Ну, тоже на солнце не очень. Ну, нет, нормальный. Очень даже хороший. Хороший гриб удалось найти. Вот где не ожидаешь, где уже ты, вот, гнилой. Ты уже где шансов нету. И на тебе. Вон еще один вижу. Этот более-менее шляпка такая вот красноватая. Он там тоже хороший, не хороший, а плохой, я имею в виду. Да, этот нормальный. Да, хорошие. Куски такие вот взял, более-менее. Ну, набирается где-то с килограмм уже есть. Сейчас уже приятно в руках держать пакет. Так, я загрузился. Вообще, больше я ничего не нашел. Поедем дальше. Так, крайник у меня открытый вроде. Не знаю, удастся нет завести. Сейчас на подъем поедем.